Здравствуйте. Жакупекова Гульнар Набиевна, учитель русского языка и литературы, специализированной школы-интернат имени Абая города Жезказгана. Тема урока «Человек – маяк своего народа». Что такое маяк? Маяк – это башня с сигнальными огнями на берегу моря, острова для ориентировки проходящих судов. Маяк – это символ эмблемы надежды, то есть спасительный маяк. В переносном смысле маяк – это символ чего-либо передового прогресса, каковым является великий Абай. Абай Кунанбаев – это поэт, композитор, мыслитель, общественный деятель. Что это? Абая ли это портрет? Могущество, слава и песни рассвет. Умом и отвагой равно велик. Какой же с Абаем сравнится поэт? Величие Акына он гордо вознес, грядущего славным примером возрос. Аргын и Найман удивлялись ему словам уподобленным яркости звезд. Течение мысли, как море глубок, а сердце мне шепчет, он был одинок. Без радости, но с душой непреклонной, с досадой день из мира ушел. Это слова великого Абая. Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа, философ-гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова. Он родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области на склонах гор Шыңғыстау, недалеко от источника Каскабулак. Изначально поэту дали имя Ибрагим. Говорят, что наречению поэта таким именем предшествовал вещий сон его отца Кунанбая. Во сне тот увидел великого представителя племени Тобыхты, мыслителя и философа Аннет Баба, который произнес имя святого сына Ибрахимом. Семья Абая аристократическая, дедушка Кенбай и прадед Ильгизбай главенствовали в своем роду в качестве правителя Ибиев. Ибрагиму повезло в смысле уюта и семейного воспитания, поскольку и мать Улжан, и бабушка Зире были чрезвычайно одаренными и обаятельными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя было заменено на ласкательное Абай, ибо мальчик отличался от других детей внимательностью и несвойственной детскому возрасту вдумчивостью. В философии писал Гегель, есть эпоха, схваченная в мысли, но чтобы схватить в мысли эпоху, для этого необходимо быть мыслителем в самом высоком смысле этого слова. Одним из таких мыслителей в Казахстане во второй половине XIX века был Абай Кунанбаев. В истории культур разных народов не так уж много людей, которые своим творчеством оказали громадное прогрессивное влияние одновременно и на развитие литературы, и на музыкальное искусство своего и последующих поколений. Таким выдающимся деятелем, в котором соединились таланты гениального поэта-просветителя и композитора-новатора у казахского народа, является Абай Кунанбаев. Народ знает и любит Абая не только как выдающегося поэта-просветителя, но и как талантливого композитора, автора замечательных песенных произведений. К настоящему времени фольклористам собрано около 45 песен Абая, причем почти каждая из них имеет мелодические варианты, иногда существенно отличающиеся друг от друга. В его песнях раскрывается разносторонность музыкального таланта поэта. Многие стихи Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Лермонтова, басни Крылова в переводе Абая впервые стали известны казахскому народу благодаря тому, что к ним поэт сочинил мелодии, и они распространялись как песни. Абай не поклонник пустых развлекательных напевов. Он считает, что каждая песня должна нести единую художественную нагрузку. Он ищет новые формы. Он хочет, чтобы форма соответствовала содержанию. Песни Абая стали неприходящей духовной ценностью народа. Они вошли в жизнь и быт каждого из нас. Они стали поистине всенародными. Они стали душой и плотью казахского народа. Приступая к работе над словами о назидании, Абай размышляет. Возьму в спутник бумагу и чернила и записывать стану все свои мысли. Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь мое слово, и он перепишет его для себя или просто запомнит. А если нет, мои слова, как говорится, останутся при мне.
Великий Абай, по сути, вступает в диалог с будущими читателями и исследователями своего творческого наследия, выстраивая культурную дистанцию через столетия. Поэтический сборник «Абай. Песни золотой юрты», изданный на казахском и корейском языках, стал открытым окном для корейских читателей, направленным на казахскую литературу. В сборник включены слова назидания, философская пейзажная лирика, лирика скорби, восьмистишье и сатирическая поэзия Абая Кунанбая. Хим Бин Хаку удалось передать красоту, мудрость, философию произведений Абая. Великим поэтом и мыслителем, появившимся среди степи, как чудный хребет в период ощутимых исторических перемен, назван Абай – гордость и символ казахской литературы. В поэзии Абая отражается широкая душа обитателя степи. Стихи Абая ассоциируются для корейских читателей с бегом быстроногой лошади, наполненной жизненной энергией. Его скакуны словно несутся галопом по цветущей степи и восхищают окружающий мир. Кони, перевоплотившиеся в мифических тулпаров, пролетают над степью то стремительно и резво, то плавно парят в чистом небе. Изучая стихи и песни, философское воззрение, слова и мысли Абая, мы видим, что они находят отклик в сердцах людей своей человечностью, любовью, глубиной. Великий Абай не застал зарю независимости, но его потомки строят сегодня свое суверенное государство. Абай, утверждая, что поэзия властителя языка, сам был повелителем поэзии, сыном не только отца своего народа, но и его всего человечества. Абай понимал, как целостную личность, наделенную душой и разумом, человек для Абая – центр мировоздания, духовность, которая определяет начало человека, который впитывается посредством книг и народной мудрости, искусства, духовного опыта. Он шел вперед своим путем сквозь мраки космос эпохи. Это слова Ауэза. Поклонник критического разума, просвещенный и пламенный борец за культуру, трагический одиночка в мрачной среде ханжей, стяжателей, костных старших феодалов, Абай был выдающейся фигурой. Он шел вперед своим путем сквозь мрак и космос эпохи. Нашему поколению Абай с его бессмертными творениями, споенными с соком народной казахской и русской классической поэзии, представляется явлением поразительным. Горным, тенистым кедром высится он в истории своего народа. Он взял лучшее от многовековой культуры казахского народа и обогатил эти сокровища благотворным влиянием мировой русской культуры. Это слова Мухтара Ауэзова. Мы знаем, творчество – это высокий подвиг, а подвиг требует жертв. Всякие мелкие и эгоистические чувства мешают творить, а творчество – это самозабвенное служение искусству народа. Абай жертвовал всем, чтобы оставить свой след в жизни. Он оставил свое богатство, свое творчество своему народу. Однако на вопрос, как появился Абай, человек-маяк своего народа? Абай – зрячее око, Абай – отзывчивое сердце, Абай – мудрость народа. Нельзя дать однозначного ответа. Конечно, уже зная полученное Абаем от своих родных и медресе, сделали бы его передовым человеком своего времени. Но Абаю этого мало. Он хочет служить своему народу, открыть ему дорогу к счастью. Коль зовут меня человеком, друзья, мне невестным быть нельзя. Коль народ мой века во тьме пребывал, где, скажите, найду я свой идеал. День Абая Казахстан празднует 10 августа. Абай Кунанбаев – основоположник казахской письменной литературы и ее классик, просветитель, композитор, который прославил страну талантливыми произведениями. Борец за права казахского народа оставил великое наследие. Его лучшее творение популярно во всем мире, а высказывание наполнено смыслом жизни людей. Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякнет, а умения нет. Твори благо разумному, глупого оно только портит.
Я с утеса кричал, мне просто отвечал. Отвечало горе и дол. Но, услышав звук, я искал вокруг. Как? Откуда тот звук пришел? Был все тот же утес иной. Отклик есть, но отклик пустой. Велика у меня, широка родня, одиноким быть нет причин. Велика семья, но не понят я, и живу среди людей один. Как могила шамана я одинок, вот правда моя. Все эти слова самого великого Абая. Он всегда себя чувствовал одиноким среди своих родных. Но он стал знаменитым по всему миру. Его имя высоко несет казахский народ. Спасибо за внимание.